Хайырлы кишләр барыгызга да. Мы рады вас всех сегодня видеть в нашем любимом месте, в штабе татар на Таганской, как я люблю говорить. Сегодня мы с Рустамом ведущие, вместо Гульнары, и сегодня Рустам вместо лектора, который, к сожалению, заболел. Но его тоже будет очень интересно послушать. Начнем с того, что я попрошу всех выключить звук, пожалуйста, и убрать все уведомления, потому что это мешает во время съемки. Раз. А во-вторых, хочу сказать, чтобы вы все активно снимали наш сегодняшний вечер, выкладывали в Инстаграм, отмечали нас, можете меня отмечать. Вот. И я надеюсь, что все пройдет очень хорошо и очень гладко. Начнем с того, что мы собрались сегодня в штабе татар, как молодежный вечер. И немножко начнем с того, что же такое штаб татар, потому что я знаю, что есть сегодня новенькие. Ну, для меня сегодня все новенькие. Вот. Но есть ребята, которые пришли первый раз. И давайте начнем с того, что такое штаб татар. Это такая организация, где собираются татары и башкиры Москвы. Это студенты, это даже есть школьники, есть ребята, которые уже закончили учиться. Что я хочу сказать? Чтобы вы чувствовали себя как дома. Во-вторых, я хочу сказать, чтобы вы не стеснялись, общались, знакомились, потому что очень важно поддерживать все связи. А еще скажу, чтобы вы никогда не забывали про штаб татар, потому что в любом случае, если вы не будете ходить какое-то определенное время, вы будете скучать. И вот у меня такое было. Я не была в штабе уже почти полгода из-за учебы, а в прошлом году я была здесь, наверное, самым частым посетителем. И вот я очень скучала, и сегодня поэтому пришла. И я хочу сказать, что штаб татар — это самое крутое место, самое родное в Москве. Что еще нужно отметить про штаб татар? Несколько объявлений. Скоро здесь откроется библиотека. Раз. Скоро здесь вместе с полпредством Татарстана и Башкортостана будут организованы определенные мероприятия. Это два. Третье, что еще? Здесь еще будут скоро организованы другие встречи на праздники, да, на 23 февраля, на 8 марта в том числе. И хочется отметить вот что есть разные чаты. Кого еще не добавили в Телеграме, говорите нам, Гульнаре, обязательно вас всех добавят, очень много бесед разных. Вот, и давайте начнем, наверное, с самого любимого знакомства и пойдем по кругу. Начну с себя. Я Зариня, мне 20 лет, и я учусь в РНИМУ имени Николая Ивановича Пирогова. Это самый лучший второй мед. И я учусь на лечебном деле, и в будущем хочу стать врачом. Вот, и что я хочу сказать про себя, что я, наверное, одна из самых таких активных татарочек. Многие меня знают по видео. Даже сегодня мне сказали, что они меня узнали только потому, что очень много выкладывается видео со мной, как в штаб татар, в Инстаграме, так и на Ютубе, и в ТикТоке еще есть. Поэтому я хочу сказать, чтобы вы не стеснялись, если что, обращались, если вы хотите, чтобы вас сняли на видео. Хочу еще про себя сказать, что я очень рада со всеми сегодня познакомиться, потому что очень много новых лиц, которых я не знаю, очень много первокурсников и уже постарше меня ребят. Поэтому всем желаю хорошего вечера, чтобы все расслабились и отдохнули перед новой рабочей неделей. Передаю слово. Исәнмесез, менә исем Рөстәм, мин Мәскәүдән, мин үтим МНУда беренче курс географический факультет. Меня зовут Рустам, мне 18 лет, я из Москвы, учусь на первом курсе географического факультета МГУ. Сюда хожу каждый день с сентября. Я первокурсник только, но с сентября я не пропустил ни одной встречи. Так что теперь в этом году я самый активный посетитель. Я уже до этого рассказывал что-то про географию, так как и в прошлый раз, месяц назад где-то было, лектор не пришел, и меня просили заменить, и я рассказывал какие-то интересные факты о географии, потому что в прошлом, 2 года назад, я усиленно готовился к международной олимпиаде по географии, где занял первое место и победил. Вот. И поэтому у меня есть какие-то знания о географии. Сегодня заявленная тема была океанология. Конечно, может, многие не знают, что это такое, и звучит это вообще неинтересно и скучно. И поэтому я постараюсь как-то вкратце 5-7 минут рассказать то, что известно мне, какую-то поверхностную информацию, которая даст представление о том, что это. Я, конечно, не академик, которого там заявляли, я всего лишь первокурсник МГУ, но думаю, что какая-то информация может быть полезна, и, возможно, я исследую какие-то другие темы, связанные с географией. Но так, чтобы не было повтора, так как многие меня уже знают, я уже много рассказывал всяких интересных фактов. Если есть какие-то любые вопросы по географии, можете задавать. Вот, а мое представление затянулось, передаю слово. Здравствуйте, меня зовут Дамир, мне 25 лет. Я окончил учебу давненько уже, работаю на мебельном. Пришел первый раз в штаб с подругой Алсу, позвали. И по интересам, ну, как бы, немного у меня.
как бы спортом занимаюсь. Меня зовут Али, мне 22 года, я учусь на 4-м курсе Московского педагогического государственного университета. Учусь я на преподавателя обществознания и основ мировых религий и светской этики. Ну, как уже можно было догадаться, да, я увлекаюсь вообще всем тем, что связано с обществом, с культурой и непосредственно с религией и с религиоведением. Всем привет, меня зовут Равиль, мне 21 год, я учусь вместе с Али на одном факультете, мы одногруппники, он меня сегодня первый раз сюда позвал. Я играю в КВН за свой вуз, участвую в комеди-баттлах, еще я занимаюсь КПР и там участвую в соревнованиях по КПР. Меня зовут Марьям, мне 19 лет, сейчас я обучаюсь на 1-м курсе университета Московского, получаю высшее образование, и сюда пришла вместе с Али, другом, со своим молодым человеком, чтобы найти таких же интересных личностей для общения. Меня зовут Тансу, я учусь в 3-м меди на стоматолога. Меня зовут Александра, учусь я в МГСУ. Всем добрый вечер, я Алина, мне 20 лет, я из МГСУ, 3-й курс из Набережных Челнов. Всем привет, меня зовут Артур, учусь в Высшей школе экономики на философии. Давно хотел уже посетить это место, и вот сегодня первый раз. Очень рад, что я тут. Меня зовут Эльсур, мне 24 года, работаю я в научно-технологическом центре. Ну и в принципе это достаточно. Всем привет, меня зовут Валика, мне 19 лет, учусь в университете правосудия, пришла со своей подругой Дианой. Всем привет, меня зовут Маликат, мы из Кабардино-Балкарии, мне 20 лет, я одногруппница Дианы и уже давно наслышана о штабе татар и давно хотела уже посетить его, и вот наконец-то здесь. Всем привет, меня зовут Диана, я учусь на 3-м курсе психологического факультета МГУ, вот, я из Уфы, вот, и увлекаюсь детьми с особенностями развития. Привет, меня зовут Тимур, мне 26, я учился в Аргунефтегаза, сейчас работаю в Газпроме по специальности, ну и в целом. Меня зовут Айдар, мне 31, учиться уже давно закончил, так что в принципе все. Хайрлы Киш, меня зовут Ренат, бизнесмен, предприниматель, репетитор, филантроп и все такое. Меня зовут Софа, я из РУДН, учусь на 2-м курсе, мне 19 лет. Меня зовут Камиль, я из Казани, татарский язык у меня родной, русский язык начал изучать только с 1-го класса. Интересуюсь экономикой, также иностранными языками. Всем привет, меня зовут Диана, я сюда пришла с моей сестрой Ренатой. Я студентка 1-го курса юрфака МГУ из Башкирии. Меня зовут Зифа, я учусь в магистратуре МГУ на журналистов, тоже из Башкирии. Рада со всеми увидеться. Всем привет, меня зовут Рената, я студентка 1-го курса университета имени Кутафина. Я пришла сюда вместе с сестрой Дианой. Я из Башкирии. Меня зовут Данил, мне 24 года, я из Челябинска, закончил в этом году Институт международных отношений. Бургазгада Салем, я Ойгын и учусь в МГЮА, мне 18. Спасибо. Мне 19 лет, меня зовут Анастасия, я учусь на 1-м курсе МГЮА. Меня зовут Альмира, мне 19 лет, я из Альметьевска, тоже учусь в МГЮА на 1-м курсе. Всем привет, меня зовут Ильфат, мне 22 года, я учусь на 1-м курсе магистратуры РУДН, сам из Уфы. Хайрлы Киш Дуслар, меня зовут Тагир, я из небольшого города Инаул, что в Башкирии. Учусь на 2-м курсе РГУ нефти и газа, факультет разработки, если есть еще нефтяники, можем вместе пообщаться. Спасибо. Борозлада Салям, менің исемім Ильсине, мен МГУ-ның химия факультетына укыйм, үзем Түбән Камадан, һәм шулай ук Мәскәүнең Илдан ансамблендә бийим, һәм сез татар биюләрен өйрәнәсегез килә икән, килегез өйрәтербез. Барчагызга сәлам, минем исемем Динар, миңа 24 яшь, мин Башкортстаннан. Мин Салим, Башкортстаннан тоже. Учусь на 3-м курсе факультета права, работаю помощником адвоката. Минем исемем Альберт, мин Казаннан, мин 3-нче курста ВШЭДа укыйм. Всем привет, меня зовут Камила, я учусь на 4-м курсе РНИМУ имени Пирогова. Меня зовут Радмила, я учусь на 5-м курсе РНИМУ имени Пирогова, и в дальнейшем я планирую связать свою жизнь именно с медициной, но конкретно в сфере красоты, и я хочу стать косметологом. И сейчас я уже активно занимаюсь тоже развитием в сфере бьюти-индустрии, занимаюсь бровями, ресницами, макияжем, укладкой. В общем, на самом деле, приходя сюда в штаб, я каждый раз получаю мощную дозу вдохновения, потому что я здесь вижу столько красивых лиц, и мне так безумно хочется вас всех накрасить, потому что такие красавицы. Вот, поэтому, если что,
Тинькофф друг, ищите меня в Инстаграме. Вот, буду рада с вами пообщаться, познакомиться. Вот. А про штаб могу сказать, что это просто супер классное место, где знакомиться с друзьями, с людьми для отношений, с клиентами, с мастерами, вообще с кем угодно. В общем, самое чудесное место. Здравствуйте, меня зовут Ильяс, я родом из Пензы, заканчиваю 5-й курс в университете РГУ нефти и газа. Я уже приметил 2 человек, с которыми можно поговорить на эту тему. Интересов у меня, в принципе, много. Если я буду о них долго говорить, это слишком надолго затянется, поэтому, думаю, для начала достаточно. Спасибо. Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Адиля. Я учусь на прикладной математике в НИТУ МИСИС. 2-й курс, 19 лет. Вот, Ильяс — это мой брат. Меня зовут Камила, мне 25 лет. Я учусь в аспирантуре в МГУ имени Ломоносова на экономическом факультете, и там же я работаю преподавателем. В свободное время я играю в спортивное «Что, где, когда». Всем салям, дуслар, менің есімім Алсу, мина 20 яш, мен оқимын педагогический вузда, экскурста. Мен өзім Мәскеуден, корни нижегородскийлар. Хайрли Киш, меня зовут Розалия, мне 26 лет. Я окончила высшую школу сценических искусств Константина Райкина, актерский факультет. И сейчас работаю в театре «Сатирикон». Пишу песни, живу творческой жизнью. Буду рад знакомству. Здравствуйте, меня зовут Амаль, мне 24 года. Учился в нефтегазовом университете, отработал 5 лет в нефтегазе тоже, увлечение бокс. Всем добрый вечер, меня зовут Михаил, я из Челябинска, учусь в Российском университете транспорта, из увлечений, коллекционирования и железной дороги. Малайлар кызлар, хәзер инде танышуыбыз безнең бетте. Әйтегез, татарча сөйләшәбез, татарча җырлыйбыз һәм күп иттереп тәмле итеп ашап алабыз. Переведу. Давайте мы с вами сегодня постараемся поговорить на татарском языке, попеть татарские песни, потому что без них баянисты баскилящик, к нам придет очень крутой баянист, любой репертуар исполним, да, но желательно татарские песни. Так что приятного аппетита и передаю слово Рустаму. Океанология, может, звучит и не так интересно, но на самом деле это очень важно для человечества и в изучении Земли. Но я думаю, все знают такие факты, что океан занимает 78% территории суши, то есть почти 71%. Это довольно много. Не территории суши, территории Земли, понятно, и суши, соответственно, оставшиеся 29%. То есть это очень важная часть Земли. Количество воды, которое содержится в океане, тоже невероятно велико. Свыше 97% воды соленой, и только 3% это пресная. Большинство из них содержится в ледниках, и какие-то мизерные доли процента это то, что мы видим в реках, в озерах, в подземных водах. И вода это то, что важно, вот многие ее сейчас пьют в виде чая. И вообще вода то, что еще стоит до 70%, и поэтому, понимая океаны, можно лучше понять человечество. Вообще, что такое океанология, зачем изучать океаны? Океанология это наука об океанах, о их свойствах. Все же там очень много чего происходит и что можно изучать. То есть вода, она неоднородная. Океаны, вода в них разится по солености. То есть средняя соленость около 37 промилле. Промилле это 1/1000. То есть на 1000 грамм морской воды будет 37 соли, там натрий хлор, если я не ошибаюсь. Вот. И у океана есть различные характеристики различных вод. То есть есть течения, как и подводные, так и надводные. Есть волны, и вообще соприкосновение океанов с берегом влияет очень большую роль на человечество. Но если рассматривать то, что вообще изучает океанология, с чем занимаются эксперты, то в основном это там очень важную роль играет математика. То есть многие люди, которым интересна физика, математика, идут в океанологию. Там надо очень много считать, то есть важно строить различные модели, как вода действует. Это очень сложная физика, то, как все это смешивает, характеристики вод различной солености, температуры, циркуляция глобальная, которая происходит, течение. На самом деле это важно, но если рассказать что-то более-менее интересное, то я думаю, интересно узнать про глобальное потепление, что будет вообще с океаном в будущем, так как об этом постоянно говорят в новостях. Если кто-то смотрит новости более-менее, то интересно будет знать, что там происходит на самом деле. Вообще, океан очень важный, и несмотря на то, каким огромным он кажется, он все же меняется во времени. То есть мы все слышали утверждение, что уровень океана растет. Понятно почему? Потому что температуры на Земле растут среднестатистически, и это факт. Причиной считается основной, что сжигаем природные ископаемые, из-за этого температура повышается, следовательно, повышается температура океана. Но вот как вы можете себе представить, насколько со времен индустриальной революции поднялся уровень океана?
Какие вот у вас представления? Мне интересно узнать ваше мнение. Сколько? Ну, на самом деле вы недалеки от правды, то есть на самом деле это в районе 25-30 сантиметров. Но вот представьте себе, вот столько, это кажется незначительным, но если вспомнить, какая все же огромная Земля, и какие огромные океаны, и как вообще, сколько людей живут на побережье, очень огромный процент людей, они живут недалеко от океана, так как это доступ к цивилизации, это равнины, и это много всяких ресурсов. Вот. Но что также интересно, многие не знают, что океан повышается сейчас не из-за того, что ледники тают. Это, конечно, привносит вклад, но основной вклад в увеличение уровня океана приходит термальная экспансия воды, то есть когда вода нагревается, она расширяется, и хоть это очень немного, но вот эти несколько процентов расширения из-за того, что температура поднялась примерно на 1 градус, это и заставило воду расшириться на 30 метров по всему миру. То есть это кажется, возможно, незначительно, но это имеет огромные последствия для Земли. И если глобальное потепление продолжится из-за действий человечества, то к концу века уровень океана может вырасти примерно до метра, но насколько это вырастет, зависит от нас. Так как мы живем в Москве и мы живем на высоте примерно 150 метров над уровнем моря, даже если все льды растают, нас не затопит. Но это не значит, что мы можем ничего не делать, и пусть там миллионы людей, их дома окажутся под водой. Потому что все это связано с системой, и если это повлияет на одних людей, то им станет негде жить, они могут переселиться сюда. Вот вообще в мире много всяких катаклизмов вот, из-за этой проблемы, возможно. Вот. И вообще важно понимать, то есть у всех нет представления о масштабах, вот, о океане, о льдах. То есть это такая же популярная тема, глобальное потепление. Вот. Но просто, если обсуждать саму океанологию, еще что интересно, то это дно океана, насколько оно высоко, насколько глубоко, точнее. Вот, ну, все знают самую глубокую точку океана, это 11 тысяч метров. Вообще, я думаю, полезно понять для масштаба, сколько метров над уровнем Земли занимает самая высокая гора на Земле. Это Эверест, Джомолунгма, Башен-Муфон или Сагарматха. У этой горы 4 названия. 8848 метров. И сколько занимает глубочайшая точка на Земле, то есть 11007 метров. Вообще разница между самой высокой точкой земной поверхности и самой глубокой точкой океана всего лишь 19 километров. Ну, в районе 20 километров. Но это очень мало по сравнению с общей Землей, так как расстояние от поверхности суши до центра Земли 6371 километр. То есть вообще весь этот океан, он хоть кажется большим, по сравнению с нашей огромной планетой, это всего лишь небольшая пленка. Вот. Еще такой интересный момент, что мало кто даже знает, сколько на Земле океанов. Вот сколько на Земле океанов? Один? Тоже верный ответ. И 1, 4, 5. Кто-то думает, что 4, кто-то думает, что 5. А в чем правда? А дело в том... Да, а дело в том... Да, Южный океан выделяет. Ну, Северно-Ледовитый, Индийский, Атлантический, Тихий. Тихий – самый огромный океан. В него поместились бы даже вся суша на Земле. То есть он настолько огромный. Выделяет даже океаническое полушарие, где океан занимает больше всего территории. Но что интересно, что как бы мы ни выделяли, это по сути реальности умирает, это всего лишь вопрос классификации. То есть также верным вариантом будет 1, так как мировой океан. Вот. И неважно на самом деле сколько выделяют, это всего лишь для научной классификации. Вот. И мне еще бы хотелось, так как я не эксперт все же в океанологии, дал какую-то поверхностную информацию, может у кого-то есть именно интересные вопросы, так как это помогло бы мне развить рассказ. Амстердам, вот, это, кстати, интересный вопрос, так как многие вот представляют будущее, там все затапливает, катаклизмы. Вот Флорида, Венеция и Флоренция, ну Флоренция, мне кажется, повыше, ее не затопят, но если Венеция, то в чем ее особенность? Это побережный город, и он уже погружается под воду, но быстрее, темпами быстрее, чем на Земле в среднем. Потому что не только влияет уровень океана на то, насколько погружен город. То есть, например, Джакарта, мало кто знает, точнее, это город, в котором живет 30 миллионов человек, но он тоже погружается под воду очень быстро. И это огромная проблема, так как на одном острове Ява живет больше людей, чем во всей России. Если это все уйдет под воду, то будет огромный кризис миграции. Но это опускание под воду происходит не только потому, что уровень океана поднимается, хотя это тоже влияет, а потому что сам грунт проседает. То есть, когда была вся природа, и росли леса, различные растительность, люди еще не изменяли, все было стабильно. Но как только люди начали строить огромные города и селить не один остров, точнее, их стало на одном острове больше, чем во всей России,
то просто грунт не удерживает, он начинает потихоньку опускаться. И, следовательно, вот то же самое происходит и с Венецией, так как они настроили там грунт достаточно стабильный, в течение столетия он проседает. Вот. И то есть вот эти два как раз действия, то есть из-за того, что грунт проседает, из-за того, что очень тяжелые эти здания, и повышение уровня океана, вот они влияют. Поэтому Венеция, она под воду не уйдет, потому что там строят защиту, итальянское правительство, выделяет на это миллиарды долларов, то есть для защиты от наводнений. Поэтому она, скорее всего, под воду не уйдет. То же самое с Амстердамом. Вообще, Нидерланды — это пример такого государства, которое выиграли войну океана. Очень огромная часть территории Нидерландов и даже целой провинции — это то, что до этого было океана, но с помощью различных дамб по понижению уровня воды они смогли отыграть эти территории природы. То есть, несмотря на то, что природа не всегда способствует человеку, человек иногда может себе справиться, как показывает пример Нидерландов. Вот. И я думаю, что с повышением океана мы можем справляться с помощью человеческих мер, но я думаю, было бы еще логично не допускать вообще такого массивного глобального потепления. Вот. Еще какой-нибудь вопрос? Как определяют границу между морями и океанами? Вот, границы между морями и океанами довольно абстрактные. Бывают моря различной классификации. Всего морей не так много, в районе 80-90. То есть, как выделяют моря, это территория водная, у которой есть свои собственные характеристики, и которая отделена от остальных морей или океана какими-то физическими объектами. Но это не всегда так. То есть есть моря, которые прям видно, что они отдельны, как Средиземное море, Черное море, Азовское море. То есть у них связь с остальными морями довольно минимальная, и это, соответственно, выделяет на то, что у них разные характеристики. Например, Балтийское море, там, где Санкт-Петербург, оно очень приятно, оно мало соленое, там всего 7 промилле солености. Вот. В то время как Средиземное море, оно очень соленое, так как там жарко, и вода становится очень соленой. Вот. То есть, как вообще выделяют моря, есть специальная служба классификации, которая этим занимается. Это исторический фактор, то есть как моря назывались. То есть, но в основном это берут абстрактные часть океана, которая отделена либо островными грядами, либо какими-то полуостровами, или перешейками, вот, и отделяют ее от остального океана. Но есть одно море, оно уникальное в том, что его границы это оно отделено течениями, а не объектами Саргассово, да. Вот, а крупнейшее море Филиппинское, как известно. Каспийское море — это озеро, не верьте названию, и Аральское море. Почему оно называется морем? Исторический фактор. Люди раньше называли огромные пространства воды морями, даже некоторые реки называют морями. То есть, да, вот Волга, там же есть водохранилище, которое называют морем. Да, вот. Поэтому это исторический фактор. Если кто-то что-то называет морем, это не делает это морем. Каспийское море — это озеро, всегда, кстати, не всегда оно им было. Оно его еще называют морем, потому что когда-то это было частью океана Тетис, который разделял Лавразию и Гондвану, но со временем из-за движения литосферных плит, получается, Африка и Индия надвинулись на Евразию, и этот океан схлопнулся, его остатки — это Средиземное море, Каспийское и Аральское море. То есть, если изучать их геологическое строение, то они являлись частью океана. То есть вот такой исторический фактор. Но это там сотни миллионов лет назад. А вот Атлантида — это все-таки под водой, да? Атлантида — это миф, который был придуман в Греции. Есть много вариантов, то, где он находился на самом деле. Вообще очень интересный момент, так как океан у многих у нас ассоциируется с чем-то загадочным, мистическим. Но вот даже и многие слышали такой факт, что исследовано всего 5% океана, и вообще что там может твориться, мы не знаем. На самом деле эта статистика может быть немного ошибочной, потому что несмотря на то, что он большой, люди все равно его изучают. С помощью спутников, с помощью различных кораблей, эхолов. То есть, если бы там где-то под водой была какая-то закрытая цивилизация, по крайней мере, они знали, так как у нас есть довольно много информации об истории, о миграциях людей, как они вообще приходили в место. А Атлантида — это всего лишь то, что написал как бы один человек в Греции, какая-то легенда, и которая потом вылилась из того, что современная цивилизация строится много на греческой философии, греческих работах, это стало всемирно известным. Вот, и в современную эпоху с изобретением интернета все эти конспирологические теории и какие-то находки о древних пирамидах в Сибири и что только не придумывают, это помогает из каких-то псевдофактов сделать что-то псевдонаучное, и это распространяется на большое количество людей. Вот, и все информация, которая говорит о Атлантиде, что ее вот где-то нашли, сейчас это пока что является псевдонаукой. Все же, возможно, есть
то, что мы найдем, то есть какие-то цивилизации, которые под воду. Вообще, кстати, если про Атлантиду, то считается, что ее легенда возникла из-за извержения вулкана на острове Санторини в Греции, когда извергнулся вулкан, и город погрузился, по сути, под воду, точнее, из-за этого извержения он перестал существовать. И вообще во многих человеческих культурах и мистицизме большую роль играет концепция всемирного потопа. Она есть и во всех авраамических религиях, и в легендах Месопотамии, и в индийских легендах. И считается, что одной из причин возникновения этих легенд является не только наводнение на крупных реках, а также и тот факт, что 10 тысяч лет до нашей эры, или 12 лет назад, происходило огромное повышение уровня океана. Вот если я рассказывал, что в современный век океан максимум поднимется на метр, так вот, 10 тысяч лет до нашей эры, и это происходило тысячелетия, уровень океана поднимался, и поднялся он на несколько десятков метров. То есть север России, Скандинавский полуостров, все занимали льды, они растаяли, и уровень океана резко поднялся. Вот. И, соответственно, многие территории, где до этого жили люди, например, сейчас к северу от Нидерландов, к северу от Германии, там жили люди, а потом все это затопило. И к югу от Месопотамии, там тоже были какие-то цивилизации, которые сейчас затоплены. То есть тот факт, что люди жили там, где сейчас вода, это правда. И это, в принципе, легко проверить, потому что там находят различные раскопки. Это сложно изучать, потому что это все же глубоко и неудобно. Но вот тут важно понимать правду от мифа, потому что могут делать какую-то находку, а потом ее ненаучными путями прикрепить к какой-то конспирологической теории. Из-за этого у людей в головах формируется неправильная картина мира, которая не соответствует тем, что есть на самом деле, чему соответствует современная наука, различные находки. Но есть и правда, то, что, например, были огромные территории Земли, которые сейчас, суши, которые сейчас затоплены, где до этого были даже города, и вели сельское хозяйство, жили люди. То есть в этом есть правда. В литературе исходит из предпосылки о том, что существует глобальное потепление, но после Климат-гейта многими учеными вообще в целом это положение оспаривается, в том числе из-за того, что многие методы, данные, которые собираются исследователями, они там не всегда валидны и в целом проходят критическую верификацию. Я думаю, не совсем данные, а прогнозы. Вот прогнозы, они могут быть довольно экстремальными. Но есть прогнозы, а есть наука. Наука — это то, что мы можем измерить, что мы можем просто увидеть. То есть и то, что уровень океана поднимался в течение века и сейчас продолжает подниматься, сейчас в современный год уровень океана поднимается на 3 миллиметра, вы можете представить себе сколько, каждый год. И это, в принципе, научный факт, это задокументировано, это можно проверить. То есть по всему миру есть различные станции, измеряющие уровень океана, которые учитывают и то, насколько Земля опускается. И то есть вот эта наука, тот факт, что уровень океана повышается, он учеными уже не оспаривается. Оспариваться могут причины, оспариваться могут, насколько это катастрофично нам в будущем. То же самое с температурой. Тот факт, что температура глобально поднималась на 0,8 градуса со времен индустриальной революции, это факт. И это, те, кто это оспаривают, они просто не соответствуют науке. То есть это ложь и вся наука. Оспариваться могут причины. То есть основная сейчас гипотеза в том, что из-за выбросов углекислого газа и других парниковых газов, там метана, например, в атмосферу, образуется парниковый эффект, про который все слышали, и температура, соответственно, повышается. Тот факт, что повышается количество углекислого газа в атмосфере, это тоже факт. Но вот что делать уже с этими фактами, какие делать выводы из того, что уровень океана поднимается, и поднимается он самым стремительным темпом за тысячелетия. Температура тоже повышается, когда она за полвека поднялась примерно на градус. Такое в истории, конечно, было, но вот эти изменения климата исторические, они все были намного медленные. И тогда у них были причины как изменения в прецессии, в эклиптике Земли, также изменения в циклах Солнца. Но сейчас эти закономерности наблюдаются, и, соответственно, верный вывод, который делают многие ученые, там свыше 90%, это то, что глобальное потепление вызвано, то есть оно идет и естественно, но оно усугублено действием человека. И это же действие человека вызывает то, что мы уже видим сейчас, то, что нельзя спорить, то, что уровень океана поднялся на 30 сантиметров за 120 лет. То есть это вот прям научный факт. То, что температура поднялась. А вот что будет в будущем, ускорится или наоборот поместится, то мы узнаем. Поэтому давайте жить до конца 21 века, и тогда вы узнаете, прав я или нет, прав я ученый или нет. Так что живите долго и счастливо, питайтесь здорово, занимайтесь спортом, не имейте вредных привычек. А это все нужно для того, чтобы дожить до конца 21 века и увидеть, что же на самом деле случится с человечеством.